Накануне президент подписал указы о продлении режима ЧП до 30 апреля в городах и районах, где ранее уже действовало чрезвычайное положение, и о введении его в городе Нарын и Атбашинском районе. Продление режима ЧП обусловлено необходимостью принятия оперативных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции по всей территории страны и локализации очагов заражения. Обращение к кыргызстанцам в связи с распространением COVID-19 сделал президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Жогорку Кеңеша. Перед тем, как одобрить документ, депутаты смогли задать ряд вопросов членам правительства во главе с руководителем республиканского штаба Куатбеком Буроновым. Пропусту текшергенде, машиненин документтерин текшерип атканда жакшы бир инструкция берсеңиз, колу менен кармабасын, эч качан. Аралыктан текшерсин. Утвержден специальный порядок, какие костюмы должны надевать сотрудники лабораторий и врачи, которые контактировали с больными, медсестры в обсервации, мобильные группы, те, кто на посту. Костюмами обеспечивает ФОМС. Работа правительства не доходит до народа, нужно шире освещать, побольше и доносить до кыргызстанцев, поэтому и фейки возникают. Один пример. 123 миллионов сомов поступило в фонд. Ну вы распишите, куда и сколько денег потрачено, чтобы у населения не было домыслов. Кроме того, как проходят весенне-полевые работы в нынешних условиях. Существует два счета. Первый – Минздрава, куда поступает добровольная помощь от юридических и частных лиц. Там сейчас 125 миллионов сомов. 38,5 миллионов сомов из этой суммы спецкомиссии выделено на доплату медикам за март. Остальные деньги все еще на счету. Второй – Минсоцразвития. Там 13,5 миллионов сомов. 4,3 миллиона из этой суммы потратили для материальной помощи гражданам из уязвимых слоев населения. Все данные есть на сайте Help COVID. Коснулись депутаты и вопросов продовольственной безопасности, цен на продукты питания. Я поддерживаю продление ЧП до 30 апреля. Для нас важнее жизнь и здоровье граждан. Мы победим эту болезнь. Мой вопрос по поводу Дихкан. Вчерашние заморозки уже в Аше, Джалабаде, Чуйской области, Баткене повлияют на урожай овощей и фруктов. Дихкане понесли убытки. Создайте комиссию, и им будет оказана какая-либо помощь. Проведение весенне-полевых работ в условиях коронавируса и режимов ЧС и ЧП стало одним из ключевых вопросов нынешнего заседания. В Баткенской области есть проблемы с сельхозтехникой. Из-за ЧП дихкане не могут приехать в столицы или другие города за запчастями. Как вы решаете этот вопрос? Мы обсуждали этот вопрос. К примеру, в Чуйской области, в Сокулуке и Токмоке мы организовали точки продажи запасных частей. Такие же точки будут организованы в других районах. Работа ведется. ГСМ, Минудобрения всего достаточно. Ведется работа по их доставке в регионы. Также были подняты проблемы передвижения жителей Чуйской области, которые получают лечение в столице. Жители Сокулука, Ламудунского района, беременные женщины и те, кто гемодиализ получают, не могут проехать в Бишкек. Пожалуйста, решите эти вопросы. Депутатов интересовала судьба кыргызстанцев, которые не могут вернуться на родину из-за вспышки вируса COVID-19. Буронов сообщил, что 6 тысяч граждан страны были возвращены на родину. Всего совершено 32 чартерных рейса. Работа в этом направлении продолжается. В ходе заседания Жогорку Кеңеш утвердил указы президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалабад, Сузакском, Накатском, Карасуйском районах, а также о введении режима чрезвычайного положения в городе Нарын и Атбашинском районе. Нургуль Саматова, Алмаз Нурманбетов, Алато 24.